Один лес, одни права для всех. Ну, теоретически да. Практически же Совет по конкуренции выявил эксклюзивные права на государственные леса 6 компаний. Вот их названия. Пата Салдус, Пата Стрейнчи, Пата Екапилс, Беревс, Крепсар, ACA Тимберг. Пока эти избранные работали на особых условиях, все остальные покупали все то, что еще осталось в лесных массивах на аукционах и во время конкурсов. Ну и, соответственно, платили за это больше. Tas samazināja arī šiem citiem tirgus spēlētājiem pieejamo šo skujkoku zādbaļķu pieejamību. Tas lietā arī ir konstatēts, ka vismaz par 12,6% tas izēja materiāls samazinājās publiskajās izsolēs. Un šie skujkoki arī tā specifika, viņi pamatā atrodas tieši valsts mežos un mazāk ir pieejami privātajos. Un te arī novērojams negatīva ietekme uz saistītajiem tirgiem, jo šie ilgtermiņa mežstrādes līguma partneri varēja paši izstrādāt un transportēt šos koku материалus un apiet arī šeit šos te iepirkumus. История уходит корнями в 90-е. Тогда Госслужба леса заключила с частниками долгосрочные договоры на вырубку. Взамен компании обязались ухаживать за этим лесом, а также строить и содержать здесь дороги. В 2000 году государство создает предприятие Latvijas Valsts Meži, которое должно заниматься ровно тем же самым. По логике, старые соглашения должны были утратить силу, но их просто перезаключили. Еще пару лет назад действовало 11 таких эксклюзивных договоров, и если бы не вмешательство Совета по конкуренции, один из них работал бы аж до 2096 года, то есть еще больше 70 лет. В ходе расследования ведомство подверглось беспрецедентному давлению со стороны вовлеченных компаний. По словам главы Совета, лесоразработчики дошли до премьер-министра и главы Минземледелия с требованием ее отставки, а параллельно засыпали жалобами суды и Генеральную прокуратуру. Kā tāda bezprecedenta gadījuma būtībā ietekmēt neatkarīgu iestādi un lēmumu pieņemšanas procesu. Bet neskatoties uz visiem šiem procesiem, iestāde ir pabeiguši šo izpēti. Но точка в деле еще не поставлена. У сторон есть право обжаловать решение Совета в суде. И Latvijas Valsts Meži им обязательно воспользуется. В компании ссылается на наследие прошлого и юридические коллизии. В 2000 году Latvijas Valsts Meži уже пытались расторгнуть эти договоры, но суд заставил компанию их выполнять. Позже юристы снова и снова повторяли, разрывать контракты в одностороннем порядке нельзя. Latvijas Valsts Meži уверяет, что ждали от Совета по конкуренции четких юридических указаний. И как только получили их в январе этого года, тут же отправились в суд расторгать эти соглашения. Protams, mēs uzreiz reaģējam. 20 dienu laikā iesniedzām prasības tiesā pret tiem partneriem par šo līgumu pārtraukšanu, un sekojoši ir arī tiesvedības process uzsākts, ir pagaidu noregulējums, šie līguma izpildes arī ar visiem pagaidu noregulējumiem tika pārtrauktas. Līdz ar to mēs uzskatām Latvijas Valsts Mežiem, ka esam darījuši visu iespējamo, lai dotā normatīva regulējumā rīkotos tiesiski. Ja mēs uzskatām, dzīvojam tiesiskā valstī, mums jāpaļaujās uz tiesas nolēmumiem. Впрочем, оспорить можно лишь размер штрафа. На главное требование регулятора это не повлияет. Эксклюзивные и невыгодные для отрасли договоры все равно придется расторгнуть. Не согласны с заключением Совета по конкуренции и сами деревообработчики, предприятия группы ПАТА. Они также намерены идти в суд. Андрей Хуторов, Криш Кайрис, Айгарс Ковалевскис, Игорь Стац, ЛСМ.